Черное озеро. Казанская Лубянка. Улица Дзержинского, проходящая вдоль парка Черное озеро, с первых лет советской власти известна располагавшимися здесь зданиями НКВД, а затем КГБ и МВД. Любовь до гроба. О таких счастливых отношениях мечтает без преувеличения любая женщина. Но в жизни, увы, не все так романтично. И у этой поговорки есть довольно-таки циничное продолжение, которое мало кто знает. Любовь до гроба. Ты в гробу, а я у гроба. «11 ноября 2009 года в Казани, в этом доме на улице Курашова, в своей собственной квартире была найдена мертвой 28-летняя Александра. Все указывало на самоубийство. Нашлась и предсмертная записка. Что же случилось с красивой и жизнерадостной девушкой, которой судьба, казалось, дала все? Она была очень смелая, очень решительная. Она способная, самостоятельно даже, можно сказать. Очень, потому что некогда мне было им сильно много уделять внимания. Наше упущение, конечно. Училась она хорошо. В школе она такая веселая. У нее голос хороший, она пела. От бабушки это у нее. Мне не дал бухай. Первая попытка построить семейную жизнь закончилась трагически. Гражданский муж Александры погиб. Саша долго горевала, но постепенно сердце оттаяло, и девушка снова ждала любви и надеялась на счастье. Мечтала встретить щедрого, солидного и богатого. На интернет-сайте знакомств Саша, казалось, нашла именно такого. Мужчина представился Эриком Загреддиновым. Они начали общаться в сети. В апреле 2009 года состоялась личная встреча. Жизнь стала казаться Александре страстным танцем. Кавалер быстро вскружил ей голову. Представительный, перспективный. Сказал, что первый заместитель министра Татарстана. Правда, какого министра, Александра не поняла. Мельком показал удостоверение, рассказал про высокопоставленных родственников и прибыльный бизнес. Эрик уверял, что влюбился с первого взгляда. Сразу же напросился в гости. Сашина однокомнатная квартира ему очень понравилась, и он остался жить у своей избранницы на то время, пока достраивается его загородный особняк. Мужчина попросил Александру удалить анкеты с сайтов знакомств. Хотел быть для нее единственным. Она такая была отчаянная, что и попробуй нагруби. Она словесно и еще и физически даст отпор. Такая, что была. А тут она такая спокойная, молчаливая. И если они приезжали, были-то они 2 раза всего. И говорил он, она молчала. Меня вот это удивляло. Вообще она поменялась сильно, конечно. Через несколько дней после переезда Эрик пришел с обручальным кольцом и украшениями, среди которых был крестик с бриллиантами. Жених предложил съездить в Мариэл, чтобы познакомиться с родителями невесты и получить разрешение на никах – мусульманский обряд бракосочетания. Счастливая семейная жизнь Александры закончилась, едва успев начаться. Уже в первый же месяц Эрик начал сильно ревновать. Пытался рассорить девушку с родителями, например, требовал, чтобы она рассказала им о своей прошлой интимной жизни. Она сидит, стоит, потупилась. А он: скажи, что у тебя до меня, значит, были мужчины вот типа в Казани уже. Ты знакомилась, у тебя были. Ну, чтобы вы знали, какая у вас дочь. Мы говорим: а какая у нас дочь? В начале мая Эрик жестоко избил меня за то, что своему знакомому по интернету я не сообщила, что больше не буду общаться. Избивал в зале около окна. Сначала по лицу и голове. Нанес несколько ударов кулаком в переносицу так, что из носа полилась кровь. Чтобы никто не догадался, что происходит в квартире,
Загрединов закрывал шторы, включал телевизор на полную громкость и бил, бил, бил. В машине, дома, на безлюдных улицах по голове, лицу, телу, без разбора. Бил руками, ногами, скалкой, собачьим поводком с железным карабином. Не давал спать. Обещал убить родных своей избранницы, если те будут лезть в его дела, и сжечь дом ее родителей. Ну, прости. После очередной безобразной сцены Саша решила расстаться с мужчиной. Но Эрик стал просить прощения, обещал официально оформить отношения, а потом закрыл ее в квартире, отобрал ключи, заблокировал компьютер, вытащил сим-карту из телефона девушки и начал воспитывать непокорную любовницу. Он не скрывался от родственников жертв, он знакомился с ними, пытался даже войти в контакт. Вот. То есть делал вид, что собирается создать семью, и таким образом как бы усыплял бдительность, что жертв, что их родственников. Вот впоследствии начиналось как раз вот это перевоплощение в монстра. То есть он девушку закрывал в квартире, вот, насиловал ее, бил ее, сломал ей нос, потом карандашами вправлял этот нос на место. Дело в том, что есть такое состояние у человека, когда появляется панический страх, сковывающий все сознание. Вот. В данном случае вот у многих девушек именно было такое. Из-за постоянных побоев у Александры начались сильнейшие головные боли, провалы в памяти, головокружение. Появились травмы на всем теле. У нее тряслись руки, выпадали волосы. За несколько месяцев молодая цветущая женщина превратилась в забитую, запуганную калеку. Она как это была, как заторможенная. Такая вот у нее, она спокойная, медлительная и заторможенная она. И у нее реакции-то не было вот на все его, на вот эти. И сколько раз он ее, говорит, мы уезжали, он меня закрывал в машине. Я говорю, ну взяла бы ногами, стекло выдавила и убежала. Но он мне говорил, далеко не убежишь, я тебя поймаю. И я тебе сказал, убежишь, значит и тебя, и родителей, и всех я вас. Заточенная в домашней тюрьме Александра мечтала о собаке. Вскоре в доме появился веселый щенок. Но и он стал жертвой жестокого воспитания. Одним из фишек этого человека при пытках было то, что он, значит, приобретал щенков-собак, при жертвах пытал их и избивал. Значит, ломал лапы, поджигал усы, вот, избивал пряжкой ремня, бросал в подвал, несколько дней не кормил щенка-собаки. Вот. То есть, когда он заходил в квартиру, щенок даже от страха описывался. Родные и близкие Александры замечали, что с ней происходило что-то неладное. Молодая женщина перестала общаться с друзьями. Она постоянно была подавленной и грустной, какой-то отрешенной. Он знакомился с красивыми молодыми девушками, вот, материально обеспеченными. Старался, значит, создать вокруг них информационный вакуум. То есть исключал общение их с родственниками, с друзьями, с товарищами, постоянно держал под контролем. Незадолго до знакомства с Загрединовым Александру уволили по сокращению штата, и они существовали на ее скромное пособие по безработице. Эрик никаких денег не давал, наоборот, забирал даже те суммы, которые присылали родители девушки. Сказали, через неделю приедет, он говорит, я куплю баранины на шашлык, денег дала. И он взял эти деньги. Меня вот это еще раз удивило. Да, предприниматель. Загрединов был аферистом просто планетарного масштаба. Депутат, владелец литейных заводов, советник премьер-министра, заместитель министра, племянник спикера парламента, охранник президента, ветеран Чеченской войны, сотрудник ФСБ, личный представитель многих олигархов, и все в одном лице. И что самое удивительное, люди ему верили. Смотрю, у нее слезка катится по щеке. А он от нее не отходил. Дверь открыта, он стоит 3 шага до нее, курит и смотрит. Он ее контролирует, он ее вообще как-то старался не... Чтобы она с нами вообще, помимо его, только в его присутствии с нами общалась. А она заплакала и говорит, мама, я квартиру переписала. Я говорю, как? Я тут аж вот это, мне плохо стало, я аж дышать. Я говорю, как? На его маму, она говорит. Это вот классическая семья, когда мать глава, а сын, как настоящий маньяк, у нее находится под воздействием. Она принимала непосредственное участие в этом, то есть психологически давил на жертву. Да, но она присутствовала при нем, то есть знала, чем он занимается.
И эту женщину хотели привлечь к уголовной ответственности. Отец и мать Александры написали заявление в милицию о побоях дочери и незаконной купле-продаже квартиры. Измученную любовью Александру положили в больницу в отделение неврологии. Загреддинов пытался угрожать, обвинял невесту во всех смертных грехах, потом просил прощения, но родители были непреклонны. После выписки дочери из больницы мама постоянно приезжала к ней, звонила, но в один из ноябрьских дней Александра на связь не вышла. Я захожу, открываю. Она около дивана, головой вот так, голова на бок. Такая вот мука на лице у нее прямо. Губы вот эти, ну как, спеклись. Но она вся чистая лежала, ни в крови, ничего. Она вот головой так, голова на бок, и вот так вот у нее. Вот эта вот рука, вот так. Потом, когда стали у нее перерезанные сухожилия, но себе так руки не режут. И тем более, это самое, она не левша, у нее правая рука перерезана была. Восклицательные знаки в последнем письме Александры просто молили о помощи. Погибшая, казалось, цеплялась шариковой ручкой не за бумагу, а за саму жизнь. «Помогите, мне очень плохо. Мамочка, папочка, простите меня за мою доверчивость. Пусть это будет на совести Загреддинова. Мои родители всю жизнь работали на эту квартиру. Я в отчаянии. Их Бог накажет. Бог все видит». Как выяснилось позже, за день до самоубийства молодая женщина узнала, что мать Загреддинова подала иск в суд о ее выселении из квартиры. Возможно, это и стало последней каплей, которая переполнила чашу отчаяния. Но на все эти вопросы мог ответить только Эрик Загреддинов. Он был объявлен в розыск и задержан в марте 2010 года. Он абсолютно спокойный человек, вежливый, тактичный. По всей видимости, он и на нас пытался произвести впечатление добропорядочного гражданина, чтобы и органы предварительного следствия поверили в то, что его оговорили, что он ничего не мог совершить, такой чистый, пушистый. Начавшееся следствие, как снежный ком, прирастало все новыми уголовными эпизодами с участием этого человека. Жадный и жестокий Альфонс, казалось, обладал какой-то магической властью над одинокими женскими сердцами, а также их счетами, автомобилями и квартирами. С Людмилой Эрик познакомился в Набережных Челнах. Она была индивидуальным предпринимателем. Герой-любовник рассыпался в комплиментах, рассказал про свой литейный завод. Вскоре Людмила и Эрик стали жить вместе. В марте 2008 года по предложению сожителя она переехала в Казань. Много эпизодов, и потерпевшие разные. Способы его хищения имущества этих людей разные. Прошло достаточное количество времени, и вот прям по крупицам приходилось собирать доказательства, чтобы подкрепить показания потерпевших материальными и вещественными доказательствами. Потому что он не признает, они вроде говорят мошенничество, но это еще нужно было доказать. Загреддинов уговорил женщину приобрести для него автомобиль Kia Spectra. Людмила взяла в долг у родных 70 тысяч рублей, внесла первый взнос и оформила на себя кредит на машину. После этого отношение Эрика к своей избраннице резко изменилось. Он стал избивать свою сожительницу, насиловал в извращенной форме, закрыл в квартире и ограничил все ее контакты с родными и внешним миром. Эрик требовал, чтобы Людмила также оформила на него свой автомобиль Nissan Micra. Заставил написать расписку на якобы полученные у него 1 миллион 400 тысяч рублей. Вскоре женщина обнаружила пропажу своих украшений с бриллиантами и документов на 2 иномарки. Людмила все-таки смогла сбежать, написала заявление в милицию и вернулась в Набережные Челны, где 10 дней провела в больнице. Но спустя некоторое время Загреддинов нашел ее и силой привез в Казань. Он заставил любовницу написать отказное заявление и опять посадил под домашний арест. 24 июля 2008 года Людмила потребовала назад свои украшения и собралась уезжать домой. Эрик раскаленным утюгом прижег возлюбленное лицо со словами «Вот теперь я с тобой рассчитаюсь». Сожитель вынудил женщину выйти на балкон, а затем толкнул вниз.
Все произошло именно в этом дворе. Людмила и Эрик снимали квартиру на 5-м этаже. Падение было страшным. Людмила лежала на асфальте неподвижно, не разговаривала. Выбежавший следом сожитель пытался унести женщину на руках обратно в квартиру, но соседи вызвали бригаду скорой помощи. Во время падения женщина смогла уцепиться за висящий шнур, что немного смягчило удар. Людмила выжила чудом. Компрессионный перелом позвоночника в нескольких местах, многочисленные сложные переломы других частей тела, травматический шок первой степени – это только часть диагноза Людмилы, которая на всю жизнь осталась инвалидом первой группы. Их зацепил восточный тип лица. Он же похож, значит, на среднеазиата. Вот, восточный тип лица. То есть его вот эта представительность, его вот это, как объяснить-то, может быть, с какой-то стороны харизма, да? Вот. И свое лицо монстра он же не показывал сразу, когда поступал в общение. Это проявлялось уже наедине. Наедине, когда никто им не мог помешать, когда они были в замкнутом пространстве. Вот. То есть именно здесь вот его проявлялась настоящая сущность. Почему и название даже ему дали изувер. Изувер — это тот, вот, который изнутри, как бы как оборотень, перевоплощается и становится вот, значит, таким человеком. Когда в больнице пострадавшая пришла в сознание, у ее постели снова появился Загрядинов. Он опять угрожал и требовал, чтобы она молчала. А после одного из таких визитов у Людмилы пропал золотой крестик с бриллиантами. Сотрудникам милиции напуганная женщина пояснила, что она сама подскользнулась на балконе, когда развешивала мокрое белье. И заведенное уголовное дело было закрыто. Живые женщины в руках жестокого героя-любовника становились марионетками. Они были лишь средством для получения квартир, машин, телефонов и других подарков, о которых мечтал гадкий взрослый мальчик. Альфонс любил играть сразу с несколькими игрушками. Куклу Александру он погубил, куклу Людмилу сломал. При этом крестик одной подарил другой, на счастье, чтобы потом отобрать и спрятать для следующей жертвы. Щенка для Александры покупала Елена. Она же искала адвоката для проблемной квартиры, из которой мать Загрядинова не могла выгнать Александру. А к Людмиле в больницу Альфонс ездил с еще одной любовницей, Ильсией. Сказал, что он навещает сестру. Загрядинов нарушал не только человеческие законы. С легкостью приступал и божественные. Великое таинство бракосочетания по законам ислама многоженец использовал для того, чтобы усыпить бдительность своих невест. После никаха называл себя мужем. И если избитые и запуганные женщины все-таки обращались в милицию или больницу, новоиспеченный супруг все списывал на семейные разборки, и до самоубийства Александры это сходило ему с рук. К счастью, для некоторых девушек на их пути встретились неравнодушные люди. Так Илсию спасли хозяева съемной квартиры. По просьбе любимого сожительница купила для него в кредит дорогой коммуникатор, потом смартфон. Платежи, естественно, вносила сама. Через какое-то время молодая женщина заняла у родственников для Загрядинова 85 тысяч рублей. Взяла крупные кредиты в банках. А потом для Илсии начались свои круги ада. Оскорбления, избиения, в том числе ремнем с бляшкой, антенной от телевизора, рацией. Когда хозяева квартиры пришли с проверкой, то они увидели синяки на лице девушки. Они тут же сообщили ее родителям, которые немедленно забрали Илсию домой. А вот ротвейлера, домашнего питомца, спасти не удалось. А это, между прочим, тоже уголовная ответственность. Одного щенка он убил, убил жестоким способом. Правда, тело мы не нашли, мы искали в подвале тело, на Вазино ездили. Вот, взял стакан хлорки и вылил щенку в рот ротвейлера. Вот, естественно, там щенок умер в мучениях, потом кидал об стену его. Для Альфонса не было ничего святого. Как черный паук, он опутывал женщин сетью лжи, страха и компромата. Загрядинов заставлял своих любовниц писать эротические дневники о выдуманных интимных связях с несуществующими мужчинами. Заявлял о том, что сожительницы якобы заражали его венерическими болезнями, и сообщал об этом ошарашенным родителям своих жертв. Угрожал возлюбленным, что обклеит их эротическими фотографиями весь город.
В сети мошенника попадали не только женщины. Так Загрединов предложил двум молодым мужчинам, консультантам магазина бытовой техники, помочь в приобретении квартир по льготной ипотечной программе «Молодая семья». У него, естественно, были нужные связи. Для оформления документов и прочих расходов обрадованные продавцы передали аферисту по 35 тысяч рублей каждый. Ну, по каким-то причинам они доверялись ему, видимо, молодые семьи нуждались в улучшении жилищных условий, передавали ему деньги, документы, и вот одним из доказательств как раз было обнаружено нам среди его вещей именно вот собранные документы, которые потерпевшие ему передали. Это копии своих паспортов, сведения о лицевых счетах. Одни потерпевшие рассказывали о том, как они встречались, грубо говоря, с другими потерпевшими, не зная, что они тоже потерпевшие. То есть с одной потерпевшей он идет в отдел, скажем, покупать какие-то вещи в магазин, и там они встречают его знакомого молодого человека, которого он просит просто приобрести ему стиральную машину, они с этой стиральной машины уходят, естественно, он деньги им не возвращает. На самом деле у Загрединова не было ничего, даже гражданства. Он жил по паспорту уже давно несуществующей страны СССР. Гроза женских сердец родился в 1972 году в городе Ош в Киргизии. Окончил школу, отслужил в армии. Утверждал, что учился на филфаке на преподавателя русского языка и литературы, но по специальности не работал. Трудился грузчиком, ремонтировал бытовую технику. Ну, он пояснял, что у него имеется заграничный паспорт, $2 миллиона США, в ящике города Набережная Челна, там же военный билет. Что он обещался в Киргизской республике высшее образование получил, но это ничем не подтверждается. Эрик перегонял иномарки из Владивостока, получил срок за хулиганство, прилюдно угрожал ножом сожительнице, а потом придумал для себя прибыльный бизнес на одиноких женских сердцах. Следствие и судебный процесс были очень трудными. Подозреваемому вменялось несколько десятков преступных эпизодов по таким статьям, как покушение на убийство, доведение до самоубийства, мошенничество, хищение, жестокое обращение с животными. Брачный аферист постоянно менял показания, отрицал предъявленные обвинения, несколько раз требовал перенести слушание, ссылаясь на внезапно ухудшившееся здоровье. Но все-таки Альфонс дотанцевался до приговора. Он объяснял, что он понимает, сожалеет, приносит извинения, если он причинил кому-то боль, но в то же время в дальнейшем он обжаловал все действия и решения суда. Полагая, что все доказательства фальсифицированы, называл Воробьевых жестокими извращенцами, назвал спектаклем. Что она жива, они прибегли к этому эпизоду, по этому эпизоду, чтобы вернуть квартиру. Хорошо его характеризует психиатрическая экспертиза. Специалисты все-таки наблюдали его целый месяц в ходе стационарной психолого-психиатрической судебной экспертизы, и они очень четко описали его поведение. То есть даже там он пытался сначала, убедить экспертов о том, что он невменяем. Он пояснял экспертам о том, что ему мерещится его покойная мать и Воробьева, что они приходят к нему. И при этом эксперты отмечали, что он таращил глаза и демонстративно озирался там по сторонам, по углам, там еще кто-то. В последнем слове подсудимый назвал свою жестокость своим грехом и попросил у каждого прощения, и добавил, чтобы они меня не просто простили, а простили именно в душе. Он забрал жизнь моей дочери, я хотела, чтобы его жизнь лишили, но я знаю, что это невозможно. Подонок. Это не человек. 5 апреля 2011 года в Советском районном суде города Казани был провозглашен приговор Эрику Загрединову. 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Мать Загрединова не дожила до вынесения приговора. Она повторила страшную судьбу измученной их семейкой Александры. Жавгара Айзатуллина покончила жизнь самоубийством. В предсмертной записке она сообщила, что ее обвиняют в убийствах и попросила у всех прощения.
что подтолкнуло главную женщину в жизни Загретдинова на этот отчаянный шаг? Боязнь наказания за соучастие или страшные муки совести за поступки единственного сына? Остается только догадываться.